Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Способ больше рассказать о нашей стране. Журналисты из Абхазии приняли участие в международном форуме «Диалог культур» в Санкт-Петербурге. На пике проблем экологии социальный экологический фонд КАП Групп предлагает технологию переработки пластика. Зажгли по-абхазски. Ансамбль черкесского танца на Диахле исполнил абхазский танец на торжестве по случаю бракосочетания орданского принца. В Министерстве обороны подведены итоги подготовки войск за май. Мероприятие проводилось под руководством министра обороны генерал-полковника Владимира Анова с участием заместителей министра обороны, начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций, учреждений оборонного ведомства. С учетом стоящих перед вооруженными силами задач министр обороны генерал-полковник Владимир Анова определил основные мероприятия в работе органов военного управления по подготовке войск, по поддержанию их в готовности к выполнению задач. Особое внимание им уделено воинским частям постоянной готовности, их способности к немедленным действиям. Новобранцы танковых подразделений военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к тренировкам на компьютерных тренажерах экипажей танков, сообщает пресс-служба ЮВО. Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальное боевое пространство с учетом необходимых времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик. Сотрудниками территориальных подразделений МВД изъято 18 майнинг-аппаратов. Смотрите материал пресс-службы ведомства. В результате проведенных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности по криптомайнингу сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно со Службой государственной безопасности и Департамента по техническому и энергетическому надзору в подсобном помещении домовладения по улице Лакоба в городе Гагра изъяли 7 майнинг-аппаратов, принадлежащих Клавишеву Данилу Владиславовичу. В городе Чимчира в домовладении Квирквелия Мираба Зурабовича, расположенном по улице Гулия, сотрудниками отдела внутренних дел по Чимчирскому району совместно с СГБ, представителями районной администрации, РУП Черноморэнерго и Госстандарт Абхазии обнаружено изъято 11 аппаратов. Сотрудниками городских управлений и территориальных отделов внутренних дел проводятся систематические рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют на территории республики. Чрезвычайное происшествие в Юбшарском каньоне Рыцинского реликтового национального парка, в результате которого погиб 27-летний гражданин России, произошло в воскресенье, 4 июня, сообщает пресс-служба МЧС. С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни. Спасатели МЧС Абхазии выехали по экстренному вызову в 15 часов 15 минут. В результате камнепада уроженец города Заречного Пензенской области Вишняков Владислав Сергеевич, 96-го года рождения, погиб. Уточняется в сообщении. Пострадала и 28-летняя жительница Пензы Копеева Альбина Рамильевна. С переломом ноги она доставлена в больницу. Сотрудники МЧС Абхазии вторые сутки ведут поиски гражданина республики Бгео Адгура Витальевича, 97-го года рождения. Накануне в Рицинском ущелье в районе слияния рек Бзыпи и Гега был обнаружен автомобиль Hyundai Accent, вылетевший с проезжей части в русло реки. По предварительной версии, водитель от удара выбросило в реку. Поиски осложняются высоким уровнем воды и бурным течением из-за дождей в верховьях рек. Поврежденный оползнем водопровод в селе Куланарху, из-за которого без воды оставалось также село Абгархука, часть Гудауты, отремонтирован. Специалисты заменили 150 метров трубы. Об этом «Спутник» рассказал начальник Гудаутского водоканала Утар Лейба. Сейчас подача воды восстановлена в той части Гудауты, где ее не было, и в селе Куланарху. В Абгархук, думаем, вода начнет поступать уже к завтрашнему утру, отметил Лейба. Глава МЧС России Александр Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квицини обсудили конкретные параметры взаимодействия двух ведомств. В частности, по обеспечению безопасности туристов в течение курортного сезона. Рабочую встречу глава спасательных ведомств России и Абхазии провели на 14-м международном салоне «Комплексная безопасность-2023». Между тем, в МЧС Республики на днях закончилась пора вступительных экзаменов. В профильные вузы МЧС России поступили 8 абитуриентов из Абхазии.
В Абхазии появятся 3 новых профессиональных праздника. В парламентском комитете по обороне и национальной безопасности рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон о праздничных и памятных днях в Республике Абхазия. Речь идет об установлении профессиональных праздников. 17 мая – День дипломатической службы Республики Абхазия, 10 июня – День работника статистики Республики Абхазия, 4 июля – День спасателя Республики Абхазия. По итогам обсуждений члены комитета приняли решение рекомендовать парламенту на очередном заседании сессии принять законопроект. Месячный отчет Министерства по налогам и сборам. За май 2023 года в бюджет страны поступило налоговых платежей на сумму 327 миллионов 200 тысяч рублей. При плане 287,5 миллионов рублей. Выполнение плана за май составило 114%, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. За 5 месяцев 2023 года в бюджет республики поступило 1 миллиард 593,5 миллиона рублей налоговых платежей. При плане 1 миллиард 201 миллион 100 тысяч рублей. Выполнение составило 133%. 5 июня выпускники Сухумского медицинского колледжа дали клятву медицинского работника. В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения Эдуард Будба. Глава ведомства поздравил выпускников и пожелал им успехов на предстоящих экзаменах. С сегодняшнего дня вы в белых халатах. Впереди вас ждет непростой путь – путь медика. Желаю, чтобы вы преодолевали все трудности вашей профессии, с достоинством работали во благо жителей Республики Абхазия, сказал Эдуард Будба. Он также отметил, что руководство страны уделяет большое внимание здравоохранению. Госэкзамен по абхазскому языку. 5 июня в Абхазском государственном университете начались государственные экзамены по абхазскому языку на неспециальных направлениях подготовки. Этот предмет является важным и обязательным для обучения в университете, независимо от формы обучения и направления подготовки. Изучение абхазского языка в АГУ на неспециальных направлениях осуществляется по 3 уровням подготовки – элементарный, базовый и высокий. يكون جو терминология имама, жар имама, схома, بس برت الزعر خروب يحرق. برتقوم يجر باشجي إليكسيكا خنزة تباع ويجي وبرتو برا. أرتيتشر جباع إيشا وإيش وحوزر. أرتيتشر بجينا وصل درولود. جار يتخو الزعرك ويشان يكبر قلنا. بس يزغزن شر قد بفرج وي باسجي وبرتن يخليه سختاخ توب راس خطر تشا جبا شربو ده بيشو اخا ارتيزي مسار الله يوديو ان يابي وسورو نغاي حجر نغش حقب شرو بسويش حقب شرو اني زكنو حقب شوزر مكان الشعر هافش بردروت يرتقوا حرب يقب يبزيد زني زات زدروا بزفاز دروا شو حمو بجرب هو بزخنجر شغوي نبزيوت حرش خاب بجرب حياف جاب يزنزروا جيجي حيفا قلا بزخصها حشار حرسم بخرار أخوجيك بخاتي حبيبش أشارتي تدقلوا شو زبط يزقنوا أخو بشوازر. Подробнее о том, как проходят государственные экзамены по абхазскому языку на неспециальных направлениях подготовки, смотрите в нашем эфире в среду 7 июня. В Абхазии учредили фонд «Абхазское историческое общество». Фонд призван поддерживать научные исследования, популяризацию результатов деятельности ученых Абхазии. Он также будет выполнять и следующие задачи: содействовать открытости и доступности архивов, поддерживать историческое образование, поощрять лучших учителей и молодых исследователей, создавать новые просветительские ресурсы. В правление фонда входят 8 специалистов по истории Абхазии, представляющих Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гули, Академии наук Абхазии и Абхазский государственный университет. На первом заседании председателем фонда избран кандидат исторических наук Станислав Лакоба.
Способ больше рассказать о нашей стране. Журналисты из Абхазии приняли участие в международном форуме «Диалог культур», который проходит в Санкт-Петербурге в последних числах мая. Репортаж телеканала Абаза ТВ был продемонстрирован в театре Эрмитажа, а также работы фотографа информагентства «Спутник» были выставлены в главном штабе Эрмитажа. Марьяна Котова расскажет подробности. 16 лет подряд крупнейший в России медиафорум собирает журналистов со всей России и ближнего зарубежья. В этом году в Эрмитаже собрались сотни участников из 15 стран. Среди них журналисты Абаза ТВ и «Спутник Абхазия». Фотографии бильд-редактора Марианны Кубрава были выставлены в главном штабе Эрмитажа. После открытия выставки, как мы зашли в этот зал, первое, что я заметила, как-то пал глаз, наверное, на родное, на свои работы. И непередаваемый трепет возник внутри меня, то, что мои работы, которые я фоткала, некоторые из них очень давно, висят здесь, в стенах Эрмитажа, такого места. Не знаю, эти эмоции смешанные, приятные, конечно, но даже немного горда собой, наверное, что так вышло. Фотографии для экспозиции отбирали организаторы форума. В Эрмитаж попали снимки, ярко характеризующие Абхазию, колоритные, с узнаваемыми, аутентичными деталями. Я не первый раз приезжаю сюда на «Диалог культур», но впервые встречаюсь, можно сказать, с искусством представителей Абхазии. Конечно, необыкновенная у вас природа. Я была у вас в Гаграх, была в Пицунде на озеро Рица, но сейчас видеть Абхазию глазами фотографа, это, конечно же, здорово. Очень даже впечатляет. Марьяна ваша необыкновенно классный, крутой фотограф. Думаю, ее ждет в дальнейшем хорошее будущее. Организаторы форума постарались собрать на фотовыставке самые яркие снимки со всех уголков России и ближнего зарубежья. Такие кадры, которые бы демонстрировали национальные особенности культуры. Для молодых фотографов выставка стала звездным часом. Журналисты должны встречаться, общаться, обсуждать все проблемы, награждать друг друга. Это очень важно, потому что журналисты люди ранимые. И важно, когда награждает их даже не их аудитория, а коллеги. И это ценится. А для организаторов форум стал способом положительно и в самом выгодном ракурсе показать ситуацию как в медиапространстве, так и в России в целом. Важны личные контакты, потому что здесь встречается огромное количество людей из разных стран. Сейчас, кстати, здесь коллеги наши молодые из 17 стран мира, разной степени дружественности к нам. И очень важно, что они в такое непростое время смогли приехать, когда против нашей страны ведется небывалая в истории информационная война. Они здесь смогут увидеть, что происходит в России, составить представление, общаясь в том числе с молодыми коллегами из России. В театре Эрмитажа прошел просмотр видеорепортажей со всех уголков России и соседних стран. Был показан репортаж Абаза ТВ, новость о премьере спектакля «Рассказ Мула Старого Хабуга» в Русдраме. Участие наших журналистов в медиафоруме «Диалог культур» стало способом немного больше рассказать об Абхазии и привлечь внимание к проблемам нашей республики журналистов из соседних стран. Марьяна Котова, Абаза ТВ. Актуальность переработки пластикового бытового мусора из года в год становится только актуальнее. О том, как решать эту, по сути, мировую проблему в Абхазии, задумались в социально-экологическом фонде «Капгрупп», созданном в 2021 году. В апреле 2023 в рамках работы по проекту улучшения адаптации общества Абхазии к климатическим рискам за счет применения систем переработки пластика фонд передал в дар компании «Эко-Апсны» дробильную установку для поддержания устойчивости первого в Абхазии предприятий по приему и вывозу вторсырья. Благодаря этой установке компания «Эко-Апсны» существенно снижает транспортные издержки и улучшает логистическую цепочку своей деятельности. Мир, привет! Слушай, а меня так напрягает этот мусор по всему городу. Я вот случайно зашла на сайт «Эко-Апсны» и хотела у тебя спросить, может быть, можно что-то сделать с мусором, перерабатывать его или еще что-то? Да, слушай, у нас есть компания «Эко-Апсны», которая принимает пластик. Мы можем с тобой увидеться, и я тебе поподробнее о них расскажу. Компания «Эко-Апсны» принимает абсолютно все виды пластика, которые представлены в этом магазине. Поэтому мы с тобой можем не переживать и брать все, что тебе необходимо для сегодняшнего ужина. Пошли? Ну, классно. Посмотрим? Отдельно перерабатывать крышки, отдельно перерабатывается бутылка, поэтому мы также можем с тобой его взять. И «Эко-Апсны» в своей дробилке
пустит туда эту бутылочку, и она превратится в маленькие такие дрожжи, которые отправятся на переработку на завод. Мир, а вот этот йогурт тоже можем взять на переработку? Да, конечно, это особая маркировка пластика, поэтому да, мы с тобой можем брать его, а потом сдать на переработку. Сари, подожди. Давай мы с тобой не будем использовать пластиковые пакеты, возьмем шопер, который можно использовать многократно, и тем самым мы с тобой минимизируем количество пластика в природе. И будем пользоваться только шоперами. Пошли? Главное, что мы с тобой должны сделать после использования, после принятия пищи, помыть пластиковую тару, освободить ее от грязи и чистую складировать, например, в каком-то пакете, либо в какой-то упаковке. Все, что мы должны сделать, собрать разный пластик в один пакет и отвезти в экопсны. Все. Они уже сами на своей базе будут сортировать пластик по разным маркировкам и его прессовать, либо же дробить и отправлять на мусороперерабатывающий завод. И самое главное, что весь этот пластик не будет лежать на мусорных свалках хаотичных, да, и не будет разлагаться около 500 лет. Он будет перерабатываться. Абхазия может стать альтернативой подорожавшей Турции для российских туристов этим летом, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования отеля МТС Travel. Теплое чистое море, низкие цены, живописная природа – вот первое, с чем ассоциируется Абхазия. Здесь нет небоскребов и роскошных отелей, но есть первозданная природа Кавказа и очень гостеприимные люди, отмечают эксперты. Среди других альтернатив Турции названы Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Узбекистан и Грузия. Главный культурный анонс июня. 20 июня в Государственном Кремлевском дворце в сопровождении друзей выступит блистательная оперная дива, обладательница уникального голоса и феноменального драматического таланта Хибла Герзмава, сообщается на сайте Кремлевского дворца. Народная артистка России и Абхазии представит публике новую программу «Опера, джаз, кино», включающую в себя как мировые оперные шедевры, джазовые стандарты, так и культовые песни российского и зарубежного кинематографа. 6 июня в Абхазской филармонии откроется фестиваль классической музыки «Парад концертов», который продлится 2 дня. В первый вечер состоится сольный концерт учащейся 4-го курса по классу скрипки, многократной победительницы республиканских конкурсов, обладательницы гран-при ряда международных конкурсов Марии Эмилии Тарзян-Хагба. В программе концерта произведения мировой скрипичной литературы как малой, так и крупной формы, от Баха и Паганини до скрипичного концерта Хачатуряна. 15 июня в Абхазской государственной филармонии выступит известный российский скрипач Виктор Абрамян-Эшба, внук абхазского революционера Ефрема Эшба. В концерте принимают участие Нана Черкезия, сопрано, Кристина Эшба, сопрано, Елена Хагба, арфа, Эмилия Тарзян-Хагба, скрипка, Александр Авицба, альт, Светлана Сарьян, фортепиано, Лаана Адлиба, фортепиано. Ведет музыковед Эсма Дженни. Концерт пройдет при поддержке администрации города Сухум, московской абхазской диаспоры, турфирмы «Аквабаза». События, активно обсуждаемые в абхазском сегменте социальных сетей и в абхазо-адыгской диаспоре. Ансамбль черкесского танца «Надя Ахли» исполнил абхазский танец на торжестве по случаю бракосочетания орданского кронпринца Хусейна бин Абдаллы и Раджвы Аль-Сайф. Торжество прошло во дворце Захран в Омане. На банкете в честь свадьбы присутствовало больше 1700 гостей. Среди них были король и королева Нидерландов, почетный король Испании Хуан Карлос I и королева София, а также принц и принцессы Уэльские Уильям и Кейт. На торжество также прибыли предприниматель Илон Маск, Джефф Безос, первая леди США Джилл Байден, шейх Катара Халифа бин Хамад Аль-Тани и его супруга Маза, премьер-министр Ливана Наджиб Микати и другие.
Спорт. 3 июня заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Корчава провел встречу с председателем Комитета по молодежной политике и спорту Южной Осетии Русланом Кудешты. Стороны обсудили сотрудничество в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, а также наметили подписание соглашений для дальнейшего взаимодействия. Воспитанница Сухумской шахматной школы имени Анатолия Карпова Сарида Лаквитава заняла первое место в краевых соревнованиях по быстрым шахматам среди женщин «Мемориал Сапфирова» в городе Сочи, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Игрок Сухумского «Динамо» Леон Аграба стал победителем Кубка президента Московской Федерации футбола в составе команды ЦСКА 2008 года рождения, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Армейцы обыграли в гостях воспитанников футбольной школы молодежи со счетом 2-0 и завоевали кубок. Леон Аграба является воспитанником тренера Мираба Квиквискири. В Академию ПФК ЦСКА абхазский спортсмен был зачислен в феврале 2022 года. Воспитанник Сухумской шахматной школы имени Анатолия Карпова Нестор Богатели стал бронзовым призером краевых соревнований по шахматам среди мужчин «Мемориал Сапфирова» в Сочи. В турнире принимали участие шахматисты из различных регионов России. К сведению водителей большегрузных автомобилей, Управление ГАИ МВД Абхазии информирует водителей об ограничении движения грузовых автотранспортных средств массой более 3,5 тонн на федеральной территории Сириус и федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи. Ограничение действует с 6 утра до 24 часов с 6 по 10 июня текущего года в связи с проведением в городе Сочи заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. На легковые автомобили данное ограничение не распространяется. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 6 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи и до полудня дождь, возможно, гроза, туман. Атмосферное давление повышенное. Температура воздуха ночью 14-19, днем 20-25. Температура морской воды 20 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.